Кейинки сөз суроо беришин депутат Алимжанов Фархатбек Айбековичте. Рахмат, Данияр Ермекович, самастар урматтуу депутаттар, бүгүн жыйын катышуучулары. Основная цель – это упрощение процедур госзакупок и исключение коррупционных рисков, да? Однако, получается, закон упростили, а к нему разработали положение, которое более составляет 150 страниц, да, Не получится так, что мы наоборот усложняем госзакупки, соответственно, появляется больше возможностей для коррупции. Вот подзаконный акт является именно вот те предложения, которые мы не могли учесть, какие-то детализации, поэтому они легли. Детально мы регламентировали, чтобы закупающим организациям было понятно. Если, например, данный документ уже висит на предварительном общественном обсуждении, это я подчеркиваю, предварительном, поскольку закон еще не принят, предварительное общественное обсуждение. Его, если по нему поступят предложения после принятия этого закона, то это будут сокращены эти 150 листов, поэтому это всего лишь предварительный документ. А относительно существования подзаконных актов, без этого, я думаю, не обойдемся. Тогда в законе придется писать полностью подробно. А в нашем случае закупающих организаций несколько тысяч, и это на перифериях специалисты разного уровня, поэтому, я думаю, эта четкая регламентация не мешает. Поэтому, наоборот, даст понятные пути решения вопроса. Ну, чтобы было облегчение, чтобы коррупционных рисков не было. А второй вопрос. В презентации указано, что после установления специального порядка для акционерных обществ со стороны международных институтов поступали неоднократные возражения. Какие были возражения и как они учтены в предлагаемом законопроекте? Вот вчера, например, слушание В ходе разработки данного законопроекта привлечены туда независимые эксперты, в количестве их было 10 человек, как раз рабочую группу также возглавляла независимый эксперт именно в сфере государственных закупок, имеющий опыт работы более 15, где-то 20 лет. Поэтому поступили предложения, не только поступили предложения, мы их учли, и потом в конце финишный вариант этого законопроекта мы согласовывали с ними. В частности, Байрал Тамжаевич, директор департамента, какие были предложения, пожалуйста, расскажите. Поэтому именно по гемодиализу, чтобы действовал в соответствии с законом, по АОГП спецпорядок, так как в закон был внесен изменение, дополнение, но нормативно-правовой документ по спецпорядкам не был разработан. Поэтому мы как раз в этом законе предусмотрели ограниченный метод государственных закупок, именно порядок, если коммерческая тайна, то в этом случае закупающая организация может закупить в соответствии с порядком, который утвержден Кабинетом министров. Вот такие основные моменты были, поэтому сейчас уже новой редакцией все это было предусмотрено. Сейчас некоторые моменты меняются, поэтому требования доноров. Понятно. Да, у меня тоже также был вопрос по проекту закона, который госзакуп для госпредприятий и акционерных обществ государственной доли. При этом перечень таких госкомпаний будет определять Кабинет министров. Ну, это же фактически получается, что Кабинет министров может провести любые государственные закупки в закрытом режиме. Или как указывается в проекте ограниченным методом для защиты коммерческих тайн. Если закупка является коммерческой тайной, то в этом случае это порядок определял бы Кабинет министров, так как сегодня уже по предложениям депутатов это АО, ГП и муниципальное предприятие, которое закупает, это уже законно. Законно, да? Что главное то, что плоскогубцы $600 стоят, чтобы вы знали, да? И который в музее Белая лошадь $13 000, чтобы народ должен знать.